Я приветствую вас, мои дорогие подписчики, гости канала. Вы на канале Таро Дома. Меня зовут Александра. И у меня для вас прогноз на 30 июня. Это у нас будет пятница. Я для вас прогноз буду смотреть на колоде пасьянс. Смотрим все знаки зодиака. По 6 знаков в двух частях. Это первая часть, первые 6 знаков. Овны. 30 июня, пятница. Покажите мне события. Что будет у овнов? Мечи, конфликт может быть у вас. Скандал с кем-то. Нерешенный вопрос. Цепь. Возможно, вот, да, то есть скандалы из-за какого-то нерешенного вопроса. Успех. Печаль. Колодец. Либо еще тут, видите, метла могла получиться, да, то есть или колодец, или метла. Метла означает ссору, слезы. Дорога. Деловая встреча. И проверяю, сейчас я горизонтали, вертикали еще посмотрю. Так. Я не вижу совпадений. Значит, смотрите, у вас получается в этот день нерешенный вопрос может быть. Да, то есть он не решится, потому что ножницы не выпали. Будет конфликт, разочарование, слезы. Будет успех, деловая встреча, да, то есть и поездка. Поэтому есть и хорошие события, но есть и парочка предупреждений для вас тоже. Благодарю за внимание. Дальше перехожу к тельцам. И смотрим, что у вас. 30 июня, пятница. События для тельцов. Ключик. Первое событие. Все в ваших руках. То есть перед вами открыты все двери в этот день. Вас ждет успех. Общение с семьей, с детьми. События, связанные с домом. Какие-то праздники. Гости. Либо еще, смотрите, могла быть тайная встреча. Да, то есть, я первых гостей увидела, оставляю их. События, гости. Слезы. Яблоко. Новость. Рыбу здесь нельзя было, эта карта зафиксирована.
Тоже вот неприятность, нельзя, карта зафиксирована. Цветочек нельзя. Конверт. Получение. Смотрим, значит, у вас получается ключ, открытые двери, какой-то праздник в этот день, общение с семьей, с детьми, успех, гости, новость, получение и слезы. Ну, тут слезы могут быть, в принципе, радости, не всегда это, да, то есть слезы горя. Поэтому, хотя вот, может быть, допустим, если не очень хорошая новость, да, какие-то переживания, то есть тут может по-разному проигрываться. Точнее, я вам не скажу. Благодарю за внимание, Тельцы, и перехожу я к Близнецам. Близнецы. 30 июня. События дня для Близнецов. Весы вам выпадают. Весы — это выбор, колебания, сомнения. Корона — общение с каким-то влиятельным человеком. Кровать нельзя. Тайное свидание. События в доме или луна еще тоже вот здесь можно было сделать, или домик, или луну. Это показывает событие праздника, луна показывает какое-то цикличное событие, которое повторяется каждый месяц с вами. Горизонтали, вертикали нет. Получается, у вас 4 события. Первое — это выбор. 2 варианта, и между ними будут колебания, сомнения. Второе — общение с представителем закона, власти. Тайная какая-то встреча в этот день. И событие, праздник в семье, в доме. Какое-то событие, связанное с домом, с недвижимостью, тоже может быть. Вот такая информация для вас, Близнецы. Благодарю за внимание и перехожу я к Ракам. Раки. 30 июня. События дня для раков. Разлука, чемодан. Луна. Событие, которое повторяется каждый месяц. Будильник. В этот день вам надо будет куда-то на определенное время. И вы можете даже вот спешить, торопиться. Змея. Ну, это всегда опасный человек.
Может быть, вы раз в месяц встречаетесь. Да, вот смотрите, и тут же выпадает казенный дом. То есть вы раз в месяц ходите в казенный дом, в какое-то госучреждение, да, то есть решить какой-то вопрос, там, не знаю, заплатить налоги, сдать какие-то документы. Да, то есть, возможно, там вот есть какая-то змея. Может быть, какие-то процедуры. Змея — это еще может быть медик. Дерево приглашения. Кстати, вот на определенное время. Да, то есть встреча на определенное время, приглашение на определенное время. Флаг нельзя. Дорогу нельзя. Ну, здесь нет. Получается, у вас 6 событий. Первое событие — чемодан. Это вы можете куда-то уехать. Да, то есть к вам может кто-то приехать с чемоданом. То есть здесь карта показывает, что либо мы с кем-то разлучаемся на время, либо наоборот встречаемся после долгой разлуки. Дальше в этот день вам нужно будет куда-то попасть в определенное время, и вы можете спешить. Будет посещение госучреждения, общение со змеей, приглашение и событие, которое повторяется каждый месяц. Может быть, вы деньги получаете, да, в этот период. Вот так еще может быть. Благодарю за внимание, раки, и перехожу я ко львам. Львы, 30 июня. События дня для львов. Покажите мне, что у них будет в пятницу. Чашка чая, гости. Получение информации, получение посылки, получение денег, получение документа, то есть любое получение. Интимная связь, кровать. Книгу здесь нельзя было соединить. Дерево нельзя. Подарок нельзя. Пустые разговоры, либо цепь, да, то есть либо нерешенный вопрос. Но я, когда взяла карту, увидела колокольчик, да, то есть поэтому оставляю его. Болтовня. Якорь. Ну, якорь показывает, что вы где-то, ну, возможно, уже дома вечером бросьте якорь, да, то есть и проведете весь вечер в каком-то одном месте. Может быть, даже, смотрите, выпадает рядом деловая встреча. Возможно, на какой-то встрече проведете несколько часов. И опять же, да, то есть колокольчик может показывать болтовню. Так, значит, проверяем с вами горизонтали, вертикали. Сначала горизонтали. Горизонтали нет, вертикали. Луна есть по вертикали. Это событие, которое повторяется каждый месяц, будет в пятницу. Угу, здесь нет. Получается, у вас в этот день гости, получение, интимная связь, повторяющееся событие, встреча. Ну, где-то пройдет очень долго, вы будете на встрече на какой-то находиться, и на ней будет много разговоров. Вот такая информация для вас, лягушки, на пятницу. Благодарю за внимание. Перехожу я к девам. Так, девы. 30 июня.
Пятница, события для дев. Ключ. Ключ все в ваших руках в пятницу, да, то есть перед вами появляются какие-то шансы, возможности, открываются закрытые двери, так что пользуйтесь этим ключиком. Неприятность. Возможно, кстати, вот по ключу нахождение выхода, решения, да, то есть вот какой-то неприятности. Гости. Горизонталь, вертикали не нашла совпадение. Получается, у вас только 3 события, я вижу. Первое событие — ключ, да, то есть это открытые двери, неприятность и гости. То есть у вас, видите, 2 события хороших и 1 предупреждение. Возможно, вот если вы будете осторожны, удастся избежать какой-то неприятности. Может быть, неприятность связана с гостями. Рядом выпали. Такая подсказка, да, то есть, что произойдет какая-то проблемка. Благодарю за внимание, девы. Дальше я перехожу к весам. Знаки от весов и до рыбок у меня будут во второй части видео. Ссылочку на вторую часть я, как обычно, оставляю для вас внизу под видео в описании. Нажимайте, переходите и увидимся с вами во второй части.